Так, ребята, всем привет! Гибрид-центр Якутск приветствует вас. В общем, что хочу сегодня рассказать, поднять такую тему про Хонды. Конкретно про Хонды поговорить. Что это за машины такие, какие у нее есть проблемы. Вот. Это у нас Хонды современные. Хонды Грейс, Хонды Fit, Хонды Шаттл, Визеля, все подобные вот эти автомобили, которые вот идут у нас уже там года, в основном 15-е, 14-е, да, вот такие вот автомобили. 15-е, наверное. Да, с 15-го начинаются и вот по наше современное время. Вот. Сейчас объясню, в чем вообще как бы их проблема, какие есть проблемы. В общем, проблема номер один, это у нас получается, можно сказать, топливная система этого автомобиля, которая не любит наш бензин. В общем, японцы в Японии гоняют на этих машинах до, ну, там, до 60 тысяч километров примерно, да, 60, ну, кому как повезет, 80, 70, как бы, да, некоторые, и продают их, допустим, в Россию. Вот. Ну, что в Японии топливо хорошее, ну, да, оно лучше, чем у нас здесь, но все равно никто не отменял коксовки этих инжекторов. Все равно они там загрязняются, в камере сгорания продукты горят, все равно есть какие-то отложения. Вот. Ну, и там не так сильно они засираются, они еще ходят как бы. Потом в Россию, когда приходят эти автомобили по Приморью, они бегают, еще там бензин более-менее нормальный. Уже в другие регионы, какие-нибудь отдаленные северные регионы, или там, где качество бензина не очень хорошее, там у нас проблема идет с форсунками. Буквально там после покупки автомобиля где-нибудь в Приморье машины ездят там, ну, недолго в наших регионах, ну, год, ну, может быть, может чуть побольше, и все, и начинается проблема с строением, движка начинает вставать потихоньку, ошибки, гирлянды и все такое. Вот. Это у нас проблемы конкретно в форсунках. Ну, у меня на канале есть куча видео, где мы конкретно боремся с форсунками. Я показываю, какие там форсы засранные, как бы, и все такое. И чистить такие форсунки в ультразвуковой ванне с открытием этого сердечника, ну, там игла такая, категорически запрещается, потому что иголка, которая там есть, она заходит в седло. И когда ты приоткрываешь иглу, импульс подаешь, эта иголка начинает вот так ходить, получается, и она разбивает седло дальше, и после такой прочистки форсунки перестают работать нормально. Они начинают пропускать. Вот. Как бы распыл, факел распыл, и все будет нормально, но пропускать она будет топливо. Ну, как бы так. Потом, что еще у нас, какие проблемы? Ну, чиститься это все, в принципе, можно, говорят, почистить, надо пробовать. Нужен стенд джедайный специальный. Я вот сейчас приобрел себе джедайный стенд и приобретаю колбу. Скоро придет колба. Вот, будем автохимию использовать. Также, кроме форсунок системы впрыска, мы будем еще чистить сам впуск, пробовать. Каким-то образом на гибриде будем пробовать чистить дроссельную заслонку без снятия, полностью спускным коллектором со всей байдой. Вот, будем такими вещами заниматься, пробовать. Вот. Ну, рекомендации хондоводам какие могут быть? Чтобы эти форсунки меньше засорялись и все такое, вот, нужно чаще менять фильтра топливные, я считаю. Там навезили, мы вот недавно везили, вскрывали, смотрели, там есть несколько фильтров. Есть фильтр конкретно в заборнике, где идет датчик топливный. Вот. Есть фильтра конкретно в бензонасосе, где идет забор топлива. Это фильтр грубой очистки, фильтр тонкой очистки, там есть, присутствует такая кассета пластиковая, он уже не разборный, ничего, его просто полностью кассетой выбрасываешь и меняешь, все. Вот. Скоро мы будем менять на одной машине тоже фильтр. Вот, как только поменяли фильтра, можно попробовать залить туда специальную присадку. Сейчас много очистителей всяких инжекторов продается в магазинах, кто на что гораздо, как бы.
есть и сервис лайновские. Ну, к примеру, я вам сейчас покажу. От сервис лайна есть вот такая вот. Вот, есть вот такая присадочка. Она тоже у нас джедайная. Ну, то есть для джедай двигателей тут даже есть где-то написано. Вот. На баночке написано. Блин, плохо так. Камера, конечно, троит вообще жестко. Надо камеру менять. В общем, джедай, TFSI, тут все форсунки она прочищает. В общем, вот такая вещь, в принципе, продается. Можно ее пробовать. Есть различные ликвимолевские и, ну, в общем, различные есть присадки, которых можно применять. Для профилактики раз в 10 тысяч заливать в бак вместе с бензином. Но только надо как делать? Сначала заливать присадку на пустой бак, потом только топливо, чтобы это все хорошо перемешалось. И после этого как бы можно почистить систему топливной. Вот, это одно. В общем, по системе мы маленько разобрали моменты, что надо делать для того, чтобы хондовские форсунки ходили. Вот. Ну, в особо сложных случаях, наверное, даже чистка не помогает, только замена форсунок. Если уже форсунки убиты, это лучше заменить их и все. Вот. Как бы химия стоит денег, работа стоит денег, и неизвестно, как бы поможет это все или нет. Это 50/50, бабушка надвое сказала. А замена форсунок помогает, ну, то есть в 100% варианте поменял и все, и забыл эту проблему. Вот. Потом вторая проблема, сейчас буду объяснять, что такое роботизированная коробка Honda. Вот. По сути, это обычная механическая коробка. Она довольно-таки надежная. Вот. Ну, сейчас я на примере покажу. Здесь коробочка роботизированная. Вот она вот так выглядит. Как на старых советских автомобилях, может быть, помните. Вот. Тот же самый первичный вал на газонах был, да, у нас. Корзина. Ну и как бы корзина сцепления есть. И сам выжимной подшипник. Выжимной подшипник у него, то есть корзина сцепления у него двухдисковая. И подшипник он уже тройной идет. Там 3 подшипника на нем. Не одинарный, как на газонах это было на российских автомобилях. Так вот, за этими коробками надо следить в каком плане, чтобы там всегда было масло, вот, и жидкости. Вот, бачки актуатора, они крепятся сверху у него, вот здесь вот они бачки. Вот, в них должна быть всегда жидкость. Как только побежала жидкость вот отсюда, вот, тормозная, это все, это значит кирдык к вашему выжимному подшипнику. Вот, все это дело там по корзине розетывается и размазывается, разбрызгивается, и корзина становится мокрой, шлифует сцепление. И в таком случае лучше встать, наверное, на эвакуатор, привезти машину, не шлифовать на машине до сервиса, потому что за очень краткий срок можно убить диски сцепления, что самое дорогое, наверное, в этой коробке есть. Подшипники тоже. Здесь в этой коробке вот эта часть, она вообще не ломается практически никогда. Ну, очень редко что-то здесь ломается. Вот. Если там есть масло, если там все нормально, то она не ломается. Проблема, ее можно сломать самому. Это тупо заехав сервисником, чтобы вам поставили неправильно вот этот сальничек. Вот он нормально стоит, он вот так, заподлицо. А сервисмены могут вам закосячить этот и запрессовать вот таким вот способом. Есть у нас вот как раз эта коробка вот с таким случаем. Вот. С весны она каталась у нас без масла буквально. Потому что через этот сальник вышло все масло, и человек об этом не знал, не проверял коробку. Щупа здесь нету никакого, не проверишь. Ну, и как бы... А масло вышло, и по сути коробка вышла из строя только из-за того, что масла нету. Вот. Ну и подшипник до кучи потом навернулся, конечно. Вот такие дела. В общем, надо следить, чтобы там всегда было масло. Если масло есть, значит она будет бегать. Нет, проблема одна. Вылететь может только подшипник. Вот и все. Сейчас покажу вам корзину сцепления. Вот это у нас корзина сцепления, которая в колокол вставляется как раз таки. Она у нас двухдисковая, как я говорил. Вот один диск и вон там второй диск. Она неразборная.
Вот эта штука-то как раз таки и стоит больших денег. То есть в сборе с компания Люк, она не производит запчасти, она производит только коробки. И на рынок не продает запчасти к этим коробкам. То есть нету. Есть три варианта, как отремонтировать коробку передач, ну то есть сцепление. Только поставить китайский подшипник. Но китайский подшипник можно поставить только при том случае, если у вас корзина сохранена и диски эти в нормальном состоянии. То есть, как я говорил, надо машину сразу ставить на эвакуатор и вести ее сразу до пункта ремонта. Вот тогда вы не успеете закосячить эти диски. В принципе, вот эта корзина, ну, девушка как бы стала на эвакуатор, привезла машину практически сразу. Вот, она не успела их закосячить. Корзина у нее целая, в принципе. Вот. Что касается подшипника, ну, подшипник, да, вышел из строя подшипник конкретно. Вот, он состоит из трех подшипников. Подшипник четной передачи, подшипник нечетной передачи и подшипник холостого хода. Здесь три подшипника. Так вот, в подшипнике холостого хода у нас как раз таки втулка. То есть она просто плавится и все. От нагрева. А плавится по какой причине? Причина в том, что эти подшипники надо обслуживать на где-то примерно на 100 тысячах километров. Так вот, машины беспробежные у нас приходят с 50, 60, 70 тысячами. И покататься она может только у нас здесь, в Якутии или где-нибудь в условиях уже российских. От 30 до, ну, может, до 70 тысяч, да, может походить. Но 70 тысяч это уже предел этому подшипнику. Он все равно рано или поздно, втулка это сплавится. Почему? Потому что подшипник, смазка кончается, он начинает заклинивать. А при заклинивании он дальше продолжает крутиться. Вот. И возникает здесь нагрев, большой нагрев, больше 350 градусов, который плавит втулку. У втулки есть предел по температуре, там что-то около 300 где-то примерно градусов, наверное, и все, и она плавиться начинает. Вот. Как только этот предел больше становится, так сразу подшипник, можно сказать, что приходит в негодность. Вот. Китайские подшипники уже столько ходить не будут, как вот эти оригинальные подшипники. Их надо беречь. Вот эти, что пришло с Японии, надо его беречь. А беречь его надо каким образом? Надо обслуживать. То бишь процедура не такая уж и простая. Снять коробку, грубо говоря, разъединить ее от двигателя, снять оттуда все это цепление, разобрать этот весь подшипник, смазать его нормальной LMX-овской смазкой, ну, либо можно блюшкой, но лучше LMX-овской, как показала практика. Вот. И, в принципе, собрать все назад, откалибровать, залить свежее масло, и только тогда машина проедет еще 100 тысяч километров. Если этим не пренебрегать, то как бы, ну, попадаешь на вот такие вот ремонты. Либо на сцепление, которое, если в оригинале покупать свежее, оно стоит вместе с вот этой, оно продается. Вот это и вот это, оно стоит от 180, начинается во Владивостоке и выше. Сейчас там все оно зависит от доллара. Вот. Это сцепление можно купить только в Японии. Там коробки вот такие вот у нее приходят. Она вот в таких коробочках оригинальные. И оригинал не от оригинала очень сильно отличается тем, что у оригинала есть QR-код на вот этой вот, ну вот, грубо говоря, вот здесь на планке должен быть QR-код где-то. А вот, да, вот такая вот табличка. У китайцев нет таких табличек. Вот и вся разница. В общем-то, что я хочу сказать, ребята. Конкретно гибрид-центр Якутск. Мы вот решили специализацию взять на себя вот по обслуживанию таких подшипников. И есть у нас уже немножечко опыта, чуть-чуть. 2 машинки мы сделали, да, у нас есть на канале. Вот, более-менее. И, в принципе, вот. Ну, один мы оригинальный поставили, один на китайском подшипнике, как бы так. Вот 3-я машина, которую уже сделаем сейчас, наверное. Ну, тут у нас придет коробка передач с оригинальным сцеплением, тоже будем ставить. Китайцам мы сюда втыкать не будем по той простой причине, что
ну, коробки, можно сказать, кирдык. Почему? Потому что она ездила с апреля месяца без масла. Я думаю, не стоит ее ставить. То есть это будет деньги на ветер, это будет деньги в один конец. Вот. Так что лучше поставить сразу один раз нормально и забыть про эту машину. Вот и все. В общем, загоняйте к нам на обслуживание. Обслуживание у нас будет стоить 40 тысяч рублей. Вот. Пригоняйте, будем освежать вашу смазочку, чтобы такого вот не происходило. Ну и для себя, ребята, делайте выводы, кто с других регионов, кто с других городов. Каким-то образом сами снимайте эту коробку. Учитесь как бы обслуживать этот подшипник. Либо если есть сервисмены, обращайтесь к ним. В принципе, тут нужен подъемник, конечно. Мы это все делаем без подъемника пока. Но в дальнейшем я когда-нибудь приобрету подъемник, заработаем, ну, если заработаю. Вот. Так что вот такие у нас есть проблемы по Хонде. Все остальное, автомобиль прекрасный. Двигатель дешевый. Компоненты к нему дешевые. Автомобиль намного технологичнее Тойоты в плане интерьера, в плане дизайна, в плане всего остального, динамики. Honda всегда славилась своими моторами. Вот. Как бы так. Toyota тоже машины классные. У них, ну, по Приусу маленечко скажу, что машина очень надежная. Одна проблема у них — это батарейки. Опять же, все зависит от пробега. В батарейке есть свой ресурс. У каждой запчасти автомобиля есть свой ресурс. И как ты за ним не ухаживай. Ну, конечно, ухаживать надо, потому что если совсем не ухаживать, то ресурс падает на 3 раза. Вот. Если ухаживать, ты продлеваешь, он выработает именно тот ресурс, который заложен заводом-изготовителем. Вот если батарейка это ходит 180 тысяч километров, вот, при должном обслуживании, если чистить контакты, постоянно заезжать на сервис, делать диагностику, она и отходит 180 тысяч километров. Если она будет ездить в условиях суровых, в пыли, в грязи, с окисленными контактами, опять же от региона зависит, где какой климат, где какая влажность, это все учитывать надо. И у нас Якутия, у нас здесь условия крайнего севера, это очень суровое для батарей место. Они тоже должны быть постоянно обслужены. Вот тогда она отдаст свой ресурс 180 тысяч километров и даже может чуть-чуть поболя поработать. 220 там и все. Но это все, это предел, это уже дальше покупаешь контракт и ездишь. Не надо их ремонтировать, не надо их восстанавливать. Это все бред сивой кобылы, потому что если батарея уже отдала свою емкость, там емкость меньше 50, там 40, 20, 30, это уже не батарея, она не экономит бензин. Все, она уже, забудьте про ремонт ее, просто покупайте контрактную. Вот, контрактные тоже ломаются, у них выходят из строя элементы. Вот такие батареи, я считаю, что нужно ремонтировать. И надо, и экономически целесообразно их ремонтировать, потому что там меняешь 2 элемента, 1 элемент от силы. Вот. И это не так дорого, это не по 10 элементов, не по 15 меняешь. 15-10 элементов, 15 элементов из 28 элементов, это уже все, это уже больше пол батареи. И что, ставишь туда 80-ки, 15 элементов, а остальные в 20-ки оставляешь, это уже все, это уже... Ты убиваешь, по сути, те элементы, которые ты подкинул, 80%, все. 20-ки их все равно за собой утянут дальше. Это ремонт ненадолго. Вот. Она, конечно, походит, эта батарейка, так, не так долго, но как бы так. Ну, немножко, как бы плавно я перешел в Тойоты, ну, ремонт идет, ну, речь идет о Хондах конкретно сейчас. Ну, в общем, ребята, приезжайте к нам в сервис. Все вам расскажем, починим. Вот. Я считаю, что мы берем меняемые деньги за все. Вот. За ремонты, за наши. То есть наш труд должен быть оплачен. Все вот это вот, оно должно быть окуплено. Почему? Ну, оборудование, оно стоит денег. Знания стоят денег. Инструменты стоят денег. То, что сервис существует и должен развиваться, это тоже должно
стоить денег, и оно приносить должно каких-то выгоду. Если этой выгоды нету, можно закрыть этот сервис, ну и как бы гибридики останутся без сервисов нормальных. То есть может быть, будут какие-то сервисы, конечно, но не все они могут делать. Вот. И развития у них не будет, они определенно делают то, что они научились делать, да, грубо говоря, больше они никуда не суются. А развитие — это когда сервис постоянно идет к чему-то новому. Вот. Что-то поковыряли одно, попробовали понять что-то другое. И таким образом и рождаются как бы профессионалы своего дела. Когда много чего уже начинаешь изучать, постигать, читать, лазить в эти автомобили. Практика — это самое важное, когда есть практика. Вот, допустим, пока к нам не едут новые машины, там всякие там Кроуны, и они боятся к нам ехать, потому что, практики, я сразу говорю, что мы такие машины не разбирали, мы их не толком не знаем. Но, чтобы их узнать, нам надо их разбирать. И тут уже рисковые ребята, которые дают такую возможность автомобиль свой поковырять. Мы это делаем предельно аккуратно, конечно. И в принципе, как бы мы обучаемся. Вот и все. На этом, на практике. Что-то читать начинаешь. Конечно, без ума лезть в автомобиль, совсем просто брать и лезть туда нельзя. Если ты чего-то не знаешь, можно дел натворить. Поэтому, прежде чем куда-то мы залезть, я сначала все дело изучаю. Читаю, смотрю ютубы, смотрю, из чего и как состоит. И в принципе, как бы вот такие дела. Вот. Ребята, всем пока, в общем-то. Приезжайте к нам на обслуживание. Думаю, как бы всех рад всем выложить новое видео. Смотрите, ставьте лайки.